Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Это у нас карта дня, то, что препятствует, то, что помогает. Отношения, работа, финансы. И будем подсказывать себе. Сегодня мы только на цыганской колоде будем делать расклад. Итак, карта дня у нас десятка червовая, карта, которая говорит о том, что мы будем сегодняшний день чувствовать себя прекрасно, причем у нас будет очень такое приятное общение с друзьями, с людьми, которые нас любят, поддерживают, или, может быть, будет ситуация, когда потребуется помощь, и мы ее получим от человека, который нам предан, который вот уже не раз доказал нам свою верность. Кстати, здесь может быть встреча для тех, кто пока без пары, может быть встреча с человеком, которого вы давно ждали. Там спутник жизни, да. Это, кстати, может произойти во время обучения какого-то. Это, знаете, может быть взаимоотношения еще хорошие для учителя-ученика вот по этой карте. То есть, может быть, кто-то там сдает экзамен, защищает какую-то курсовую, диплом или еще что-то такое, да, тоже хорошая возможность. Может быть получение письма с каким-то хорошим известием от человека, которого вы любите, с которым у вас очень хорошие отношения. Что еще здесь может быть? Эта карта также связанная у нас с эзотерикой, да, может быть какие-то приятные известия будут у вас именно вот в этой теме. Так, давайте еще посмотрим, что будет мешать. Мешать будет сегодня, мешать будут либо дети нам заниматься тем, что мы хотим. Если же у нас нет детей, то нам трудно начинать что-то новое, нам трудно что-то менять, страшно отказываться от того, к чему мы привыкли, чего тут больше всего касается. Но здесь завершение каких-то дел. Это, кстати, может быть, если мы поссорились с кем-то недолго, вот незадолго до этого, да, будет трудно признать свою ошибку, будет трудно помириться, будет трудно поменять свое поведение, да, и вот отрицательные эмоции, они могут прям вот долгое время присутствовать, прям захватывать могут, сложно с ними справиться, но все-таки вот либо появится человек какой-то рядом с вами такой мудрый, да, и вы вот сможете справиться, либо здесь просто какое-то хорошее окончание вот этой ситуации, то есть примирение, да, и будете чувствовать, что вы в конце концов как бы победили, очень мудро поступили. Вот ощущение, знаете, вот такой выполненной задачи, довольство собой. Да, вот самая большая проблема сегодня – это не следить за своим языком, за своими эмоциями, может быть, слишком активно влезать в чужие дела. И что еще тут может быть? Ссоры, споры. Вообще не спорить лучше сегодня ни с кем. Вот карта говорит о том, что можно перестараться в спорте, какие-то слишком большие для себя как бы нормы установить, да, и можно вот как бы надорвать здоровье, то есть осторожно нужно. Теперь то, что будет помогать нам, валет червовый. Ну, помогать нам будет доброе отношение, забота о других, когда мы будем стараться, вот, чтобы самые лучшие наши качества проявлялись во взаимоотношениях, когда мы будем с любовью относиться к делу, когда мы будем вот работать, ну, как бы от души, да, с клиентами общаться от души и так далее. То есть карта вот именно настроена на, вернее, настраивает нас на такой приятный лад. То есть плохо ругаться, ссориться, да, и хорошо заботиться о других людях. Особенно это касается работы, денег, да, вот здесь вот может быть очень важно ваше настроение. Это касается детей. Это касается каких-то мероприятий, может быть, праздников каких-то, да.
Особенно с женщинами нужно быть очень мягкими, обходительными, потому что они могут быть очень эмоциональными, могут вас провоцировать, да, и трудно удержаться. Но если удержитесь, то здесь все будет очень хорошо. Теперь у нас работа. Работа, туз червовый. Карта говорит о том, что нужно проявлять активность, нужно быть, как бы, знаете, чувствовать свою цель, чувствовать, куда идем, быть очень такими подвижными, творчески как-то себя настроить. Может быть, неплохо было бы, если, допустим, вы работаете в коллективе, неплохо было бы собрать коллектив и как-то вот поговорить, вдохновить, зажечь, скажем так, да. Также карта говорит о том, что сегодня как-то очень приятно заниматься делами, особенно если это дело любимое. Сегодня не нужно рисковать, играть в лотерею и так далее, и так далее. Ну, как в лотерею это работа у нас, значит, не стоит вкладываться, да, в какие-то сомнительные мероприятия, связанные с деньгами. Вот инвестиции, короче, здесь нужно беречь, очень разумно к этому подходить. Дальше. Какие-то могут быть выступления очень важные. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вы можете, в принципе, найти работу по своей специальности. Может быть, даже неплохая должность, может быть, повышение со временем в карьере, но может быть большая конкуренция, и кто-то вас тут может обойти. То есть самое главное быть искренним, честным, проявлять себя с самой лучшей стороны, показывать свой вот опыт профессиональный на деле. Для тех, у кого есть работа, шестерка бубновая говорит о том, что будет вести очень, да, будут решаться какие-то вопросы, которые, может быть, давно не решались. И любые ситуации могут, кстати, быть неожиданные ситуации, но все будет заканчиваться хорошо. Так, что тут еще может быть у нас? Какая-то новая возможность в работе, какая-то надежда. Может быть, если, допустим, вы обучались, успешно сдадите экзамен, будете допущены к работе. Может быть, здесь, может быть, даже повышение в статусе, какое-то предложение, либо вас вот просто заметят. Какой-то, может быть, очень выигрышный случай. Что-то, может быть, с бумагами связанное разрешится, может быть, юридические какие-то вопросы по работе. Так, теперь для тех, у кого свое дело. Семерка бубновая. Карта говорит о том, что ваш день будет в основном связан с общением, с телефонными звонками, может быть, даже встречами, да, с кем-то, переговорами. В общем, общество и вы, да, то есть здесь вот очень много людей. Также, может быть, придется делать скидку на те услуги, которые у вас есть. Но если, допустим, вы расширите круг клиентов, то все равно у вас здесь, вы не теряете ничего, вы наоборот получаете прибыль как раз от того, что у вас как бы большое количество людей может приобрести вашу услугу или товар. Да, какие-то возможности для вас открываются, какие-то сложные времена для вас заканчиваются. Это очень хорошо. Может быть, от кого-то ждете ответ, и это может быть инстанция какая-то, может руководитель какой-то быть, или партнер, либо клиент очень важный для вас. И вы тут получаете как бы положительный ответ, да, то есть ответ на ваш вопрос «да». Разрешение какой-то очень трудной ситуации, и знаете, какое-то очень важное событие, вот благодаря тому, что сегодня происходит, что-то важное произойдет в будущем, вот решающее для вашего бизнеса. А теперь денежки, шестерка пиковая, ну это у нас карта, которая нас может ограничивать, почему? Потому что за наши деньги отвечает либо государство, либо начальство, руководство, да, либо даже если мы сами вот своим делом занимаемся, все равно вмешиваются какие-то сторонние там силы, законы и так далее. А для тех, кто на зарплате, дама,
червовая. Карта говорит о том, что, может быть, будет необходимость в деньгах, да, может быть, кто-то приезжает, или, может быть, там детям нужны деньги, или еще что-то такое, да, и вот, может быть, придется спрашивать зарплату, или, может быть, придется что-то покупать, продавать независимо от того, где вы работаете, это что-то другое, да, это что-то, либо дополнительный какой-то источник дохода вы используете, чтобы зарабатывать, либо будете, ну, либо, допустим, если вам дадут то, что вы просите, вы будете тратить деньги на семью, скорее всего. Что-то неожиданное, возможно, здесь произойдет. Для тех, у кого свое дело, девятка червовая, карта говорит о том, что здесь могут быть какие-то новые источники дохода от каких-то новых клиентов, новых людей. То есть какие-то тут перемены в деньгах происходят. Видимо, вы поменяли как-то подход, и у вас улучшается ситуация финансовая. Но в любом случае это деньги, которые зависят от нашей коммуникации, да, как мы умеем общаться с людьми, насколько мы охватываем большой круг клиентов, вот от этого зависят наши деньги. Но в любом случае здесь какие-то перемены есть в финансах, и они к лучшему. Такое ощущение, что все только здесь начинается, да. И теперь отношения. Семерка червовая. Карта говорит о том, что сегодня будет очень много зависеть от нашего партнера, от тех людей, с которыми мы общаемся. То есть мы будем как бы реагировать больше, чем сами создавать отношения. То есть как партнер себя ведет, мы как бы ему вторим, повторяем за ним, да. Давайте посмотрим для тех, кто в поиске партнера, шестерка червовая. Вот эти карты вот говорят о том, что вы вполне можете сегодня встретить человека как бы своей мечты, да, человека для жизни. Очень хорошая возможность сегодня есть, кому-то повезет. Для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что сегодня очень хороший день для того, чтобы налаживать отношения, если вы были в ссоре. Здесь, конечно, неплохо было бы там подарить цветы или устроить там ужин при свечах. В общем, какую-то романтику создать для того, чтобы помириться. Очень легко будет это сделать. И очень легко будет договориться. Может быть, для тех, у кого, допустим, болел партнер, да, вот он может выздороветь. Очень хорошие взаимоотношения, начиная с сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, с чем это больше связано. Скорее всего, было вмешательство какое-то третьих лиц, и вы вот как-то решили этот вопрос, и теперь вот для вас наступает такая светлая полоса. Так, для тех, кто в ссоре у нас, ну, для тех, кто в ссоре, легко можно помириться. Тут даже без разговоров и ничего такого. Да, очень хорошо и быстро можно помириться. Теперь посмотрим совет, какой нам дают на день карты. Король пиковый. Карта говорит о том, что будете очень довольны днем, если будете все заканчивать, доводить до конца, если будете очень мудро действовать, если будете стараться как бы мирно решать все вопросы. Так, что тут еще можно сказать? Хорошее время для того, чтобы усилить свой профессиональный опыт, для того, чтобы завершить какой-то важный проект, может быть, решить какой-то вопрос с властью, с судами, с высокопоставленными там чиновниками и так далее, да, получить какие-то важные документы и так далее. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!